Привет, народ! Моя прическа отдыхай расческа. Немножко запоздала, но все-таки решил затеять прямой эфирчик при процессе, в работе. Здорово. Вот, так что буду чуток шуметь. Если есть вопросики, привет, Урал. Можете задавать прямо сейчас. С вашего позволения, тут по шкуру и так далее. Вы там спрашиваете. Да, к слову, поздравляю, ребята, нас стало 121 участников. Соответственно, осталось 39 всего участников, чтобы приобрести на лоте второй ножик. Вот. Так что все зависит от вас. Я сегодня репостнул тем контактам, которые у меня на телефоне. Будьте добры, репостните. Адресовано к Питеру, выставке. Вот. И надо сказать, заметить, что впервые на выставку еду в Питер. Охотник рыболов. Некоторые спрашивают, какого числа, где проходит. Или нам Бартелина, Сюзбрген, или на Оксабон, или на Оксарана Ханчашиаган, Уктугун, Кынныгын, Кылын Кылын Баяган, Сюзбрген, или лето. Ну вот, перебили немножко. Репортинги. В Питере, так, 21-го начнется большая выставка, если не ошибаюсь, 2 раза в году. Называется «Охотник рыболов». Вот, и будет проводиться экспо-форуме. Если не трудно, заходите в YouTube, там посмотрите про выставку. По-моему, очень большое здание. Пока как там проходимость, сколько там, чего там, я не знаю вообще. Вот, так что надо информацию довести, чтобы там был готовым. Ну и наконец все стопроцентная ручная работа. Нашли своих хозяев. Вот. И московские мои подписчики завидуют, что лучшие изделия будут выставляться в Питере. Почему не в Москве сначала, потом Питер? Ну вот дата такая, ребята. Я тут вообще не при делах. И как они там, основатели выставки, как они программу делают, я тоже управлять не буду, не могу физически. Они сами знают, когда чего. Но, в принципе, самая большая ножевая выставка — это Клинок России. Тут спору нету. А вот потом к нему представляются до выставки клинка, после выставки клинка уже другие менее чуть маленькие выставки так и делают. И, кстати, в Казахстане то же самое. Все ориентируются через клинок. Если клинок будет проходить раньше или позже, они уже через недельку-другую уже собирают, как бы так. Все так делают. Спасибо, ребята. Ну, ребята, ну, кто зовет Самару, кто зовет Краснодар, Красноярск, ну вот и Челябинск на выставку приезжайте, говорят. Да, такая возможность будет. Это не исключено, ребята.
Я тоже сам желаю посетить всю Россию. Почему бы и нет? Живем, как говорится, один раз. Ну, посмотреть, на людей посмотреть, на город, себя показать, своих изделий, как говорится. Вот, тоже хочу, да, это не исключено. Но если планы этого года будут сбываться, да, они будут сбываться. Вот, и потихоньку, ну, уже в планах, как уже первая лужа пойдет, начну строительство потихоньку. Но это все зависит, какая выставка, сколько, прямо сказать, зарплату сделал, сколько денег заработал. Все зависит от этого. То есть, и в том числе и от вас, ребята. Если человек приезжает, хорошо, базара нет. И вот соседние мои магаданцы приглашают, если посчитать так, 2 года тому назад я открыл группу через WhatsApp приложение, и там, если не ошибусь, там процентов 80 из магаданцев, Магаданской области. Вот. Там мои много изделий приобрели, вот, и приобретают до сих пор. В этом ничего в секрете нету. Ну, если, как говорится, машина хорошая, пока дорога есть, можешь нажать там на педальчик другой, и через некоторое время оказаться Магадан, и там дорога федеральная Колыма, всеми известная дорога на костях. Вот. Ну, дорога хорошая, надо сказать. Да, там одни камни, асфальт не нужен, гравий и так далее. Но если я тут надумаю, вдруг надумаю, ребята, встречайте, я еду в Магадан, все с радостью, тут вопрос не стоит. Спросят, когда, давайте встретимся, давайте сделаем, давайте. Я хочу, говорю, на рыбалку, хочу, говорю, на гуся. Кита приглашает, давай приезжай, посмотрим и так далее. Ну и с собой изделия свои возьми, говорят. Вот. И должен сегодня отметить, так, и к среди этих 121 участника, привет, присутствуют, приобрели билеты. Давайте по странам. Норвегия. Рига, это Литва, по-моему, да? Из Риги. Дагестан. Абхазия. Так. Азербайджан. Грузия, наконец. Так. Казахстан. Несколько. И надо отметить, что казахстанцы всегда участвуют. И когда я начал эту компанию, как бы, да, там было участников, они первый раз только что прошел, услышали потом, как прошел. И во второй раз уже нашли выход, как отправить деньги на счет телефона, на номер телефона, то есть у них с онлайном что-то там а-ля тополя. Вот. И на этот раз решили те, которые уже участвуют, всегда участвуют, независимо от суммы. Всегда участвуют. Вот в чем отличие. Молодцы, ребята. Должен отметить это. Вот. Молдова в прошлый раз был, сейчас нету. Молдовы нету. Украина есть. Да, не забыл. Украина. Так что, ребята, осталось всего ничего, да и по времени очень накладная. До этой недели у меня программа вообще очень широченная. Широченная. По хозяйству надо все. Лед. Помимо этого
еще приглашен на мероприятие. Помимо этого мероприятия должны в честь нашей мамы, царство ей небесное. Она у нас была режиссером долгое время. И впервые надо заметить, что в Якутии создала детский театр. Вот. Мамы давно нету, но она всегда смотрит. Мы это чувствуем. Беларусь я чуть не забыл, извини. Вот. Как же я тебя мог забыть, дорогой? Извини. Сегодня такой энергичный день. Вот так. Когда засохнет, будет таким. Надо маслом потереть, ребята. Вот тогда. Это вообще-то в темном. Вот она в темном. Вот. И сегодня выложил на канал несколько роликов. Вот. И завтра тоже выложу. Чуток отправляю я свои заказы. Сегодня на почту не успел. Вернее, почта работает, а банк уже закрыт. Смотрю, без 10-17. Банкомат у нас один. Под ключ. Вот. Вот так. Заказы делаю. Завтра отправлю 1, 2, 3. Это не в количестве, а 3 заказчикам. Некоторые по 1, некоторые по 2, некоторые аж по 3. Вот. Так что потихоньку все образуется, ребят. Вот так вот. Совсем другой, да? Сейчас пропитываться будет, потом уже останется. Надо на квартире сухо очень. Надо маслом ухаживать за ножиками. Особенно хвостами. Вот еще один такой аутистичный глухарь. Вот. И очень такой острый угол. Вот. Ну, некоторые пишут, когда обзор делаешь, когда обзор будет делаешь и так далее. Ну, в среду, до среды дайте время, тогда уже будет известно новые изделия. Еще более аутистичный. Такого в мире точно нет, ребят. Смотрите, какой дол. Какой дол. Какая рукоять. Ставочкой. Рогачу быку. Это единственный в мире, ребят. А на ставочке рисунки. Ой. Играй фокусом. Тут звезды. Это не буква а горы. Солнце, луна, утки. Но если подержать на руках, то это вообще супер. Ну, так уж быть. Кто желает,
позвоните и скриншот сделайте, сразу отвечу, какой вам хочется нож приобрести. Продаю без проблем. Пока ножны сохнут, если закончится, будет полный лонг-клюзи. Вот такой вот ножичек. Еще там, что еще? Классапчики нового типа. Такого точно в мире нигде нету. L-Max премиум класс. Те тоже. Перо. Клеймо мастера. Сухожилий. Не хвост. Сухожилий Сахатова. Кат березы. Вот такой вот красавчик. Очень удобно пользоваться. Смотрите. Очень удобно. На канале еще там внизу можете найти. Вот такой вот красавчик. Ну, хотел как шейник сделать, да? А потом передумал. Это единственный в мире. Единственный. Такого дубликата на второго, там, похожего, такого нету. Только по одной, ребят. Так что эксклюзив. Цены, по ценам договоримся, без проблем. И что там? Пока есть возможность, можете сразу приобрести. И фишка. Пока еще чуть не доделана, но практически закончилась. Законченная работа почти. Рога чубуком. Это такой вот ножичек. Это не сувенир, а рабочий. Обратили внимание? Нет дырок, цельный кап. Аутентичные рисунки. Рыбки. Вот, маленькие, босые. Вот. Чуть-чуть осталось доделать. И после окончания работы будет уже известна цена. И она открывается, смотрите. Ножны чуть мощные. Сразу спросите про длину. Ща, ребята, ща. У меня тут творческий беспорядочек. Видишь как? Почти 5 сантиметров. 4,8. Тоже с вставочкой. Рога чубуком. Но я хотел тут рукоять делать еще потоньше. Но если человек желает, можно сделать в другом заказе, да. А на руках лежит вот так. Если тоньше сделать, то неудобно будет. А так уже есть кое-что, где упираться. Вот, смотрите. Поковыряться. Эксклюзив. Единственный в мире. И пока без хозяина. Вот. И шейник. Или наоборот будет. Но тут планирую я тельняк сделать. И вместе с ножнами. И тут, если ножны будут в таком порядке, где-то можете еще длиннить. Ну, тогда уже более-менее. Зачем такие ножи, спрашиваете? Рабочая плоскость ножа — это при разделке. Если считать, тут всего максимум 8 сантиметров.
Маленький, да. Всего 8 сантиметров. А из этих 80 сантиметров, если у тебя есть 5, полностью рабочая считается. Большая половина. Правильно? Вы же не будете разделывать по всей. Ну, начнете. Ну, градус будет где-то здесь все равно. Правильно? Не будете использовать эту часть. Отсюда вот начнете. Ну вот. Где-то так получится. Спора нет. Вот. И некоторые еще плюсики, минусики, скажем так, нюансики пока в интриге. До среды. В среду, надеюсь, полный обзор сделаю. И если будет связь хорошая, то в прямом эфире. Тогда можете уже будущие хозяева приселиться. Так, и еще одно хотел уточнить. После первого дня выставки я буду снимать обзор. Какая там, сразу буду снимать обзор. Какая там выставка, какой павильон, там и так далее. Я здесь стою и все такое. Но первый же день вечером буду, как говорится, после выставки первые впечатления. И, возможно, и там на своем канале сразу сделаю продажу. Вот, ребята, эти ножи я продаю. Вот, и цена будет совсем другая. Вот. И на второй день то же самое могу сделать. Так что будьте на канале. Вот. Осталось всего ничего. Добавляйте своих. Так. 30, 30, 39 участников надо. Тогда поставлю на выбор 4 ножа. Вот. Если у нас будет 150, 4 ножа поставлю. Из них будем выбирать одного. То есть один известный уже, глухарь уже есть. А вот второго, если будет 150 участников, более, вот, тогда уже второго будем из 4 выбирать. Будем голосовать здесь в прямом эфире. Вот так вот. Что касается те, которые хотят заказывать, охотно заказывайте. Вот. По приезду буду непосредственно приступать к работе. Вот. Я, как говорил, в апреле, те, которые уже заказали, а их немало, в апреле получите. Это уж точно. Так, и после апреля там сезон уток, там натурпана и того, и того. Такого в этом году не будет. Да, я буду охотиться, но тут рядом. И если будете заказывать, как говорится, в апреле, тогда уже получите в апреле. То есть непрерывная работа прерываться не будет. Я так запланировал, а то летнее время, прошлые годы, если считать, конкретно такой отпуск на 3 месяца, такого в этом году не будет. Вот. Почему? Потому что я, как говорится, стройка века, нуждаюсь в финансах, то же самое и вам. И повторюсь, привезу 2 сталей из выставки. Переговоры уже пошли. Вот, осталось за малым доехать, привезти. Вот. И их будем тестировать тут. Покажу сразу тесты и сравним. Неолокс, Эльмакс и это третья сталь. Да, и между ними будет ЦПМ-ка. Вот. То есть 5 ножей где-то будем тестировать в одних размерах. Ну, неважно какие ножны, мы будем тестировать, кто дольше идет, там, я не знаю, к тому времени еще определюсь, какие тесты буду проводить, но нагрузки рычажные, это, естественно, будут конкретно. Вот, а то в последнее время гревящая голова, пока никаких реальных таких, я сам тоже
Немножко стесняюсь, да, только говорю, калякаю. Ну, а что делать? Доброе дело делаем, будем делать. И только что мне звонили, интересовались мои земляки. Это последний лот. Мы уже участвуем третий раз. Все не везет. Будьте добры, продолжайте. Мы будем участвовать и так далее. Вот. И к вашему сведению скажу. Эта затея про лот будет только увеличиваться. То есть она не закончится. Пока я в эфире, пока я сижу в своем канале, такая затея не закончится. Каждый месяц, раз в месяц, 20 числа буду проводить лот. Цена не меняется, по 100 рублей. Все вы знаете, куда эти финансы идут, знаем. Вот. И по временем распределим такого числа, 20-го, 20:00, по-моему, самое то. Вот. Это каждый месяц, у нас уже получается апрель, май, июнь, июль, август, каждый месяц. Вот. Так что только добавляйте, подкинить своих. Вот. И осталось всего ничего, около 40 участников, чтобы добавилось. Приобрели билетики. И все. Будем разыгрывать. А там посмотрим. Это воскресенье уже. 17-го, 20:00. Встретимся на этом канале. Какой номер? Где найти? Мой номер? Вячеслав. Для выбора. В Инстаграме есть Братбека УС, называется страница. Там все фотографии. Да, еще чуть не забыл. Ну вот, ребята спрашивают, дорого? Да, дорого. Как есть какая-нибудь система там и так далее? Объясняю всем еще раз. Есть система. Да, этот номер. И я должен поздравить, еще один человек наконец-то достиг 100% оплаты. Система называется оплата по частям. Время не ограничено, сумма не ограничена, только решаете вы сами. Вот, все чеки отправил. Все. Сначала он ориентировался ножные, кожаные, а сейчас уже передумал, чуток переплатил. Ему, оказывается, это удобно. Да. Я иду вперед только. И его нож я сделаю здесь, и он придет на выставке. Из моих рук получит с алгысом и так далее. Тем и поздравляю, можете использовать и вы такой метод. Вот. То есть оплата по частям. Любая сумма, любое время. Только вы решаете. Просто отправляете, накапливается 100% на данный нож сумма. Вот, и тогда есть сколько, какой сантиметр, сколько, какой вид, цвет и так далее. Вот и все. Очень удобно, по-моему. Вот, и тогда вы получаете, за нож бычьим хвостом, например, такой, получаете ножик с пожизненной гарантией. То есть этот нож всегда новый. Всегда новый. Надо это учесть. Никто не дает пожизненную гарантию, а я даю. Ладно, ребята. Всем спасибо. Удачи всем нам.